Говорят, человек умирает дважды. Один раз физически, а другой, когда про него забывают. Но есть семьи, где память о своих героических предках чтят. Александр Григорьевич и Татьяна Георгиевна Смирновы относятся к этому числу и считают своим долгом рассказать, какую лепту в победу внесли их отцы-фронтовики. Я его не помню. Я помню только левое плечо. Меня с сенокосом унес. 3 года мне было. Потом его забрали на фронт. И он попал с Баймацкого района, попали 4 на Украину, на передовую. Труханов, Глухих, Мажитов и мой отец. Эти 3 вернулись. Мажитов сейчас здесь умер, все они умерли. А отец там погиб. Запорожская область, город Токмак. Повез он кухню. Он был солдатом-повар. Повезли кухню, хотели немцев обмануть. Свернули с дороги и на обочину. На обочине, видать, мина была. И их всех, и лошадей, и кухню, все разлетелось, и отца пополам разорвало, и фотографию оторвало. А кучер возле колеса остался живой, раненый, живой. Вылечили, он рассказал, как было. Потом Данил Кириллович Труханов приехал с фронта, когда он был офицером пола, а отец был солдатом. Приехал и привез фотографии угол оторванный и рассказал, как было дело. Все, что осталось от отца, это кусочек фотокарточки и похоронка, которую мать долго прятала и не показывала детям. Они узнали о трагической гибели Григория Алексеевича спустя десятилетия и решили отыскать место захоронения отца, которое в итоге нашлось в Запорожской области на Украине. К братской могиле чета Смирновых поехала в день 45-летия победы над фашизмом. Приехали, 8-го ознакомились, все это. 9 мая как раз там парад. На братской могиле тоже. Много приехало солдат с орденами. Все выходят, чтобы отблагодарить или поздравить с праздником, Днем Победы. И наша очередь доходит. Саша не пошел, плачет. Я пошла, отблагодарила все. Там 4-я школа ухаживает, интернат, ухаживает за этой братской могилой. Сделали обед, и они нам сказали: идите в церковь, возьмите земли у братской могилы и в церковь отпеть. Спустя 47 лет после гибели в 1990 году красноармеец Григорий Алексеевич Смирнов, награжденный медалью за боевые заслуги, был перезахоронен на родной башкирской земле. Хоть он и не дожил до наших дней, память о нем жива, благодаря детям, и они намерены сохранить ее и для других потомков. Еще один герой войны и гордость этой семьи – Георгий Евстигнеевич Артемов. Это отец Татьяны Смирновой. Она была еще в утробе матери, когда глава семьи ушел на фронт. В Чехословакии в декабре 43-го он получил ранение в легкое, но, оправившись, снова ринулся в бой и снова был ранен. Передовая сменилась военным госпиталем. Георгия Евстигнеевича комиссовали в 45 году и наградили медалью за отвагу. Теперь стали смотреть его ранения. Ранения стали, у него действительно левые легкое, у него такая яма. И сколько лет он прожил, до 74-го года прожил. Он все, у него такая была палочка, он все чесал и чесал. Чесался. А там остались еще осколки. Осколки остались, и в 74 году они стали движение делать, и у него открылась кровь из ушей, из носа, изо рта. И все, ушел папа. Как вспоминает Татьяна Георгиевна, на 9 мая отец всегда ходил на парад. И праздник этот был действительно со слезами на глазах. В первую очередь от того, что он вернулся с этой страшной войны к семье и детям. Это 2 истории 2 простых советских солдат. Их судьбы повторили миллионы таких же отважных сынов Отечества. Их голос, взгляд, ранения и рассказы мы никогда не увидим и не услышим, но мы в силах сделать так, чтобы о них помнили. Боевое прошлое своих дедов в семье Смирновых знают дети, внуки и правнуки. О празднике 9 мая я знаю то, что это в этот день 1945 года победила наша страна. Как только 9 мая, накануне,
я всегда вспоминаю песню, вот этот День Победы, да. Отец мне ее, ну, вот в возрасте, да, внучек сейчас, да, привил, что эта песня, да, со слезами на глазах. Прям мурашками по коже, да, как только заиграет эта песня, сразу же там вспоминаешь, ну не вспоминаешь, а перед глазами фильмы с боевыми действиями, да, и становится так и вроде гордо за страну, и слезы наворачиваются, да. Вот это от отца мне вот эта песня, да, и как только эта песня заиграет, сразу же, да, сколько погибло, да, сколько людей, да. Вот, для меня это 9-е, он как бы с малолетства в душу мне вот это. Когда солдаты уходили на фронт, никто и не думал, что спустя десятки лет их имена будут помнить и чтить. Каждый из них шел в бой с именем на устах своих любимых и близких людей. И погибал, так и не узнав, что мы победили. А потому сберечь то малое, что нам досталось, воспоминания военного лихолетия, из чьих уст бы они ни звучали. Это нужно не мертвым, это нужно живым. Елена Афанасьева, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.